Да, снегом, конечно, замело. Сейчас вот у меня новый ветерок. Так, ну тут все в инии. Не видно, чтобы что-то отогревалось. Всем привет! Я наконец в Якутске вернулся домой. Сегодня у нас 17 февраля, 16 я прилетел, еще восстанавливаю режим. И дома меня ждал сюрприз. Очень неожиданный. Уезжая, я случайно выключил холодильник. Ну, выключил розетку и пилот, и там оказалось тоже был подключен холодильник. И у меня тут за 2 месяца меня не было с декабря почти. 22-го я улетел. И тут вы не представляете, что творилось вчера. Это был адский день. Сначала заглянул в холодильник, там у меня непонятно, что происходило. Тут у меня все запасы мои испортились жестко. Я когда открыл дверцу, вот видите, сейчас пытаюсь как-то это все. Намывал вчера весь день. До места с уксусом. Сейчас еще вот соду с лимонной кислотой. В общем, всю ночь у меня, весь день вчерашний, всю ночь у меня открыто окно. Здесь на кухне у меня дубина, конечно, вот улица. Поэтому я в куртке и в шапке. Ну ладно, это ерунда. На самом деле сегодня сейчас хочу сделать мини-видео. Сегодня я должен отогреть свою машину. Она простояла, вот были лютые морозы, я, к сожалению, все пропустил. Там до 60 там с чем-то градусов доходило, как мне ребята говорят. И получается, скудик мой простоял с 22 декабря, я как поставил, так он под окнами и простоял у меня, замороженный. И вот сегодня буду размораживать. И, собственно, поделюсь своим опытом с вами. Пойдемте. Вот ящики все повытаскивал, выветриваю. В общем, пока без холодильника. На улице у нас тепло сегодня. Сколько? 22, что ли? Вот градусник показывает 22 градуса. Вообще жара. Тумана нет, солнышко. Погода отличная. Сейчас вот у меня новый ветерок. Еще даже толком не пользовался. Сейчас его куда-нибудь подсуну. Пойду к Мишане, посоветуюсь, скажу, как лучше. Лучше под его присмотром. Здорово, Миша. Здравствуй. Ты опять снимаешь? Да, сколько лет, сколько зим. Здрасте. Че, как ты отдохнул? Отлично. Нормально? Поможешь мне разморозиться? Нет. Нет? Знаешь, Ну ладно. Вот мне же надо будет его, видишь, я наехал колесами на тент. Вот в чем прикол. Бля. Ну зато его не стащили. Ну да, вот его не стащили, но при этом... Надо было его стащить, поднять машину. Куда его лучше пихнуть? Часа на 4. Ребята говорят, вот Валера тоже встретили меня. Так как она стояла долго, надо часа на 4 ее туда. И прям вот сюда под низ, да? Вот так на снег поставить? Оно ж таять начнет, может что-то подложить? Не станет. Не станет. Нормально. Тем более вон земля. Вон она, видишь, земля. А, тут уже асфальт, да, вот сюда, вот сюда поставить. И все. Ага. Нормально. 50, минус 60 пережила здесь, получается. Но... Замерзла очень Замерзла сильно. ужасно. И скорее всего антифриз у нее. Давай ветерок, а? Провода вон это. Антифриз кристаллизовался. Вот я про антифриз переживаю, да, что Да, он там. у тебя замерз. Вот так сделаем. Так. Нормально. Нормально, точно? Да. Все будет. Ну я буду проверять, приходить периодически, смотреть. Вот так сделаем, все. А что, включить надо его? И там еще прикол снять надо. Где? Сейчас увидишь. В каком месте? Вот тут вот сбоку. А, что-то сделали? Сейчас увидите. Что еще? Где прикол? Вот здесь, да, прикол. Вот почему нельзя, вообще я не люблю оставлять тоже машины надолго замораживать во дворах города Якутска. Вот поэтому. А, обоссали собаки мне, да? Очень много, и причем вот все наши машины, вот эту, включая и вон там, да, все обоссали собаки. Ну блин. Ну, это надо пока лед отколупать отсюда. Вот, пожалуйста. Если одна начала, и потом пошли все, да? Да, пошли все. Ну все. Ё-моё. Твое дело помечено. Ладно. Да, тоже Не будет. хватало, мне вчера с этой тухлятиной весь день возиться, еще сейчас с мочой. Ну, не только. Ну ладно, в общем, часика на 4 мы оставляем. Да. Я буду периодически приходить смотреть. Ну, на всякий случай смотреть, да, чтобы там все в порядке. Да. Потом после этого мы включим на розетку еще этот самый, да, котелок. Мгм. Ну, внутри, чтобы движок Да, прогрелся. 4 часа полностью Не, обогреет. открутим. Ты не понял, вот эта штука, она все отогреет. Полностью. Все Да. так? Да. У нас вот машина вот минус
60 стояли, мы их отогревали спокойно. То есть я могу потом 4 просто часа завести? и Просто завести, да. всё? Засекай время. Время Ладно. засекай. Время засекаем. 16:16 сейчас времени. Минус 31 температура. Ну я даже включу этот. Вот Да, так вот. ребят. Чик. Поехали. И потом просто температуру посмотришь по аккумулятору. Так очень воткнуть надо аккумулятор аккумулятор. Так я же сначала снял, потом ее накатил. А, теперь ее надо откатить, А да? теперь надо откатить. Я посмотрю, как ты Я откачиваешь бы будешь. вместе откативаем. Придется вместе. Да она примерно, у нее мозг сзади замерз по-любому. Мозг, конечно. отогреть? Надеюсь, что он отогреет. Не-не, отогрет, отогрет. Я же Не, надеюсь, что у него-то машин побольше, Все чем равно. наш Отогрет. пробокс. Да, Фьюдер. тогда после этого подмотка. Тем более у него сзади, у пробоксов, у наших фьюдеров нету моста, он не 4 ВД, ни редуктора, ничего. А у него сзади мост. И еще кроме этого раздатка. Надеюсь, отогреет, поверь. Мгм. Если что, туда поставим под мост. Ну, посмотрим. Будем надеяться, все будет в Одним порядке. щелчком сделай, чтобы это все быстро пролетело время. Да, так. Все, монтаж. Так, ну 3 часа стоит. Хотел посмотреть, как она визуально хотя бы выглядит. Так, ну тут все в инии. Не видно, чтобы что-то отогревалось, но внутри так уже не так холодно, по ощущениям. Не знаю, мне кажется, еще маловато. Парень, короче, 3 часа прошло, блин, она вся в инии. Это нормально? Ну, нормально, в принципе, но, видишь, если бы аккумулятор поставили, мы бы сейчас сразу температуру бы узнали через сигналку. Поэтому, ну, либо вариант положить туда градусник, да посмотреть просто, какая сейчас температура. А, в салоне можно посмотреть? Да, хотя бы Не, температура. могу градусник притащить, у меня есть, и Можно градусник кинуть. положить просто на движку и так, через минут 10 посмотреть, какая там температура. А проще аккумулятор поставить. Ну да. Ну, Так, надо поставить. откатить. Ну Там давайте. наверняка. Ну да, придется откатывать, да. Да. Ты откатим. Тогда, да подожди, через час лучше давай. Да блин, мы ее втроем катанем назад, он как раз без нас может аккумулятор поставить. Так, ты что, проверяем? Надо мне туда куда потолкать, да? Давай еще одна сторона. Давай, Так, ну тут температура непонятная, конечно. Так-то все холодное. 3 часа он поставил так. Можешь сейчас теперь внутри включить котелок мой. Вот, и, собственно, нагреть охлаждающую жидкость. То есть внутри уже все прогреть. Сейчас прошу, позвоню. Не надо, да? А, ну ладно. Давай, ага. Не, говорит, не надо. Пускай типа так стоит. Что, градусник показывает у меня тут на движке? 14 градусов. Ну что, рискнем? Попробуем. Так, погнали, да? Заводи. Парни меня психологическую поддержку оказывают. Давай, я в тебя верю. Тут Миша, главное, чтобы рядом был. Ты аккумулятор сдох. Я переживаю. Так, моторчик не шумит. Ну-ка. Крути. Ай, тигр! Заезжай давай, холодно. Спасибо, заезжаем, да? Сейчас, Переживал, видишь? сейчас сушится. Ну и немножко она постоит, сейчас минут. Да, 10 минут постоит и заезжает. Да. Это прикольно. Вот, ну, 5 часов в итоге получилось. Ну, я специально вот хотел поделиться этим опытом с вами. И, в принципе, хорошо, что не включали котелок. Потому что... Сейчас ярко. Потому что не у всех стоит котелок. И, в принципе, вот, ну, мне кажется, кому-то будет интересен тот опыт, если машина вот так постоит в минус жесткие, там, 50-42 месяца. И после этого вот так вот ветерок засунули под нее печечку. И вот слышите, как жук завелась просто. Очень хорошо завелась. Я рассчитывал, что будет по-другому, что будет жик-жик-жик, что там еще достаточно холодно. А нет. Я доволен. А то, что собаки понассали, конечно, это не очень хорошо. Сейчас надо пока на морозе подтирать все это, насколько возможно. Так, печка нормально работает. О, блин. Что-то свет не работает. А, это я сейчас затупил. С папиной же пересел леворулькой. И думаю, что-то свет не работает, кручу. Как туда пересел, на его дворники бабал. Теперь нужно, блин, отвыкать от этой штуки. Я пару месяцев поездил.
короче. Так, ну и все, на распашку все открываем, да? Все вот так вот, раз. Печки здесь вот работают у парней. Здесь. Так, здесь тоже все открываем. И пусть сохнет. Хотя тут, в принципе, сухо. И не особо нету. Я думаю, тут все инеем будет покрыто влажно, а ничего. Ну, либо подсохло, либо нету. Ну что ж, наконец я вернулся, и вот самое важное мне было машину отогреть, быть уверенным, что с ней ничего не случится. Тьфу-тьфу, вроде пока, ну, вроде все в порядке. Потому что я, если честно, переживал за нее сильно, будучи там, понимая, какие здесь жесткие морозы, как это все надолго затянулось. И я понимал, что, ну, с каждым днем, как бы, таких жестких морозов машине все неприятнее и неприятнее. Но мне так казалось, по крайней мере. Это мой первый опыт заморозки машины. Вот опять очередной опыт заморозки. Надеюсь, кому-то было полезно. То есть 5 часов, получается, сами видели, оно все с полточка завелось. Так что завтра уже буду кататься. Вот, ну все. Рад приезду на вторую свою родину. Скоро увидимся, доделаю фильм. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Я надеюсь, в конце февраля, начале марта уже выпущу. Будет премьера, а дальше уже будем нормально. Вернусь на YouTube. Буду делать что-то надо интересненькое начать делать. Я вот сейчас об этом мыслю. Надо как-то меняться, становиться лучше, становиться интересней. Над этим буду работать. Все, всем счастливо.